Маршрут протяженностью 34 тысячи километров, 50 регионов страны и 283 дня в пути. Масштабная экспедиция «Россия-2021» стартовала 3 марта в Сочи под руководством опытного путешественника Константина Мержоева. Участники впервые в истории намерены обойти всю нашу страну. Эта экспедиция разбита на 7 этапов. Первый этап – это велосипедный. Мы стартуем от города Сочи, от Сириуса, и будем двигаться вдоль Черноморского побережья. Далее объедем полностью Крым и уедем в сторону Ростовской области, вдоль западных границ. Доберемся до города Мурманск. Оттуда мы пересядем на ледокол и пройдем по Северному морскому пути до Владивостока. Оттуда мы пересядем на автомобили и проедем на автомобилях до озера Байкал. Там есть населенный пункт под названием Монды. И оттуда будет пешеходная часть почти 300 километров. Прохождение полностью хребта Большой Саян. Далее сплав по реке Кахем и Енисей. И далее опять велосипедный этап до Сочи. Все этапы прохождения маршрута считаются высшей категорией сложности. Кроме спортивного интереса, сделать то, что до этого никто не делал. Участников вдохновляет интерес и научный, делится руководитель экспедиции. Это описание и фиксация состояния флоры и фауны разных регионов России. Это наблюдение за психологическим климатом в группе путешественников в условиях длительной миссии. Вообще подавало заявок больше 1000 человек. И очень сложно было отобрать. Почему? Потому что эти люди должны были соответствовать не только тому, что они должны были быть физически сильные, подготовленные спортсмены, потому что эта экспедиция довольно сложная, я имею в виду физически и еще психологически она очень тяжела. Но они при этом должны еще были обладать определенными видами профессий. То есть те, которые нам, они просто были необходимы. То есть у нас идут и геоморфологи, у нас идут биологи, у нас идут, как это сейчас модно называть, соцсети, которые ведут блогеры, видеооператоры, журналисты и так далее. Идея такого путешествия у Константина Мержоева возникла еще в 2019 году. В 2020 планировали начать подготовку, но вмешалась пандемия и пришлось все перенести. Реализовать замысел получилось, когда проект выиграл в конкурсе грантов президента России. Теперь они во что бы то ни стало намерены идти до самого конца. Я, наверное, не утратил детское любопытство, и мне все время хочется посмотреть, что там. Там, где я не был, что-то изменилось, хотелось бы посмотреть, как оно изменилось и так далее. Как сказал пророк Мухаммед, сказал: вы не говорите, что вы можете, скажите, сколько вы прошли. Здесь вот это на самом деле очень такая интересная фраза и хорошая, она, наверное, касается каждого из нас. Потому что человек тот, который проходит что-то не только там ногами, но и в душе своей, он, наверное, становится совершенно другим человеком. На протяжении всего маршрута участники снимут видео, которое ляжет в основу документального фильма. В регионах в экспедиции будут присоединяться вспомогательные группы из местных участников. Михаил Тангиев, Новости 24.